Меня зовут Парвина Ипотова. Я являюсь представителем неправительственного сектора. Я работаю в организации, которая занимается развитием через использование технологий. И мы работаем на всех направлениях. Для нас важно, чтобы было развитие одновременно во всем. В экономике, в здравоохранении, в образовании и во всех других секторов. Работаем мы с 2001 года, у нас уже достаточный опыт. И я считаю, что одним из важных направлений в нашей работе и вообще в стране – это дети. Технологии пришли к нам давно, и сейчас представить жизнь без технологий очень сложно. А дети как раз тот слой общества, та частичка нашего общества, которую в первую очередь воспринимают, принимают технологии. И легче им от этого и учиться, и получать работу, и дистанционную, не выходя из дома. И вот эти технологии очень важны на данный момент как раз-таки в теме нашего беседы, когда мы говорим о детях с инвалидностью. Это очень большая удача, что есть новые технологии, и дети, которые имеют инвалидность, могут одинаково работать, учиться, получать образование, профессию и зарплату достойную, несмотря на свой статус. И технологии как раз-таки та вещь, которая им очень поможет. Конечно, это все дается через образование. То есть теперь наше образование должно быть в 10 крат больше опираться на технологии. Да, у нас есть закон, вот я прям могу пару привести направлений. У нас есть закон образования, в котором говорится, что есть у нас инклюзивное образование, когда государство гарантирует создание благоприятных условий детям, независимо от всего пола, расы, языка и все такое, а также физических или психических недостатков. Это очень важно, что гарантия государства есть. И то, что государство гарантирует также то, что дети, имеющие физические или психические отклонения, с согласия родителей могут учиться в образовательных учреждениях вместе со здоровыми детьми. Это норма закона, 22 статья закона об образовании, которая гарантирует. Поэтому есть много случаев, мы слышим, и меня спрашивают, как быть в таких случаях, когда родители приходят с жалобами, что их детей не пускают учиться со здоровыми детьми. То есть у нас есть закон, который это гарантирует. И родители должны об этом знать. Если по непонятным для них причинам детей не берут, а они могли бы, то есть там нет каких-то серьезных отклонений, серьезных заболеваний, тут есть свои нюансы, конечно. Но если родители этого хотят, никто не имеет права им отказывать в этом. Поэтому родители должны добиваться того, чтобы дети были со здоровыми детьми, и это не создавало еще больше проблем этому ребенку, которого не берут в школу, да, вместе с детьми. У нас есть национальный план действий по подготовке Республики Таджикистан к ратификации и реализации Конвенции о правах инвалидов. В 2020 году принят этот план, и там идет пошаговое его исполнение, что должно быть. Что я хочу сказать? Там есть статья, где говорится, что мы должны, государство, Республика Таджикистан, должна принимать гарантированные меры по созданию условий для инвалидов с целью развития равного доступа с другими на качественно и бесплатно первоначальное и среднее образование по месту жительства. Это то, о чем я сказала выше. То есть у нас огромная нормативно-правовая база к тому, чтобы не было никаких препятствий для того, чтобы детки не чувствовали себя за определенной чертой, которую некоторые, наверное, структуры или представители каких-то госструктур ставят эту черту, и дети уже получают первый удар в жизни, когда хотят быть со всеми наравне. Поэтому я считаю, что в правовом смысле проблем нету, в правовом. Есть вопросы в реализации этих законов, реализации статей и ответственности тех, кто принимает такие решения. Если так будет происходить, я очень рекомендую оспаривать эти действия, очень рекомендую обращаться в соответствующие органы вышестоящие, апеллировать этими нормами закона, и где будет необходимо обращаться в Генеральную прокуратуру, в суды, чтобы оспаривать право своих детей на то, чтобы они получали равные возможности при получении образования, достойной работы и заработка. Это очень важно. И поэтому я очень рада, что та область, в которой я работаю, она может помочь абсолютно всем, но тем более таким деткам, которые будут чувствовать себя буквально наравне со всеми остальными, и никто не будет видеть какие-то преграды.